Скамейки – это зона кострища. Адам Мальсагов в числе тех, кто стремится сделать мир вокруг себя лучше, авторов различных проектов, направленных на сохранение исторического наследия, культурных традиций, экологии или всего вкупе, как в случае с его задумкой. Это миниатюрная копия из древесного спила со столом, лавками, очагом для костра и мангалом. Не просто милая экспозиция, созданная вручную, а наглядная копия проекта «Легенды гор», уменьшенная в несколько сотен раз. Можно повесить и чайник, и кастрюлю, но также будет мангал, он будет стационарный. Подобных зон отдыха по замыслу автора должно быть 3 во всем Джайрахском районе. Именно там он планирует их построить. На создание таких мест для кемпинга его как раз и вдохновил поход в горы. Зоны должны быть максимально экологичными и идеально вписываться в горные пейзажи, не выделяясь на общем фоне. И все местное население едет именно туда и отдыхать, и увидеть что-то. И мне, по крайней мере, кажется проблемой то, что большинство тех, кто отдыхает и приезжает к нам, они отдыхают как бы кустарным образом, то есть просто находят место рядом с каким-то водными, каким-то рекой. Идея и средства для ее воплощения, оказывается, не всегда формула успеха. Иногда нужна и помощь со стороны различных ведомств и министерств. Например, Адаму Мальсагову нужна помощь в определении мест, где можно будет воплотить его задумку. Будем вместе выезжать, согласовывать места, так, чтобы они были правильные, то есть найти подходящее место, согласовать его. После этого нам также понадобится информационное сопровождение проектов и, наконец, сами зоны, они открытые, бесплатные, то есть не носят коммерческой составляющей, и поэтому необходимо их обслуживание. То есть мы построим, уедем, и нужно так, чтобы с них на территории этих зон именно обслуживание было, вывозили мусор. Еще один машуковец и еще один Адам, только не Мальсагов, а Галаев. Его детище «Город мастеров» стал одним из лучших на молодежном форуме «Машук» в этом году. А ведь первым его проектом была Ассоциация ремесленников республики, которая насчитывала только 5-6 человек в начале своего становления 1,5 года назад. А уже в этом году, благодаря выигранному гранту, она смогла разрастись до масштабов городка, где свое творчество представляют уже более 100 человек. Ремесленник, он не показывает просто там башню, например, да? Помимо того, как он показывает или делает свою работу ганчану, он рассказывает, почему именно так, почему такой наклон был у башни, например. Культура даются, это хранители культуры, Теперь в планах автора и участников проекта сделать город мастеров узнаваемым, что называется лицом, брендом Ингушетии, чтобы о нем знали в каждом уголке республики, страны и даже за рубежом. Сегодня обещали нас поддерживать в этом деле, то есть все гости, туристы, которые будут к нам приезжать, они будут о нас рассказывать и вводить к нам туристические маршруты. В дальнейшем, с своей стороны, мы сделаем так, чтобы любой наш гость, когда он будет после мастер-классов, мероприятий уходить, как минимум был в хорошем настроении и с подарком и памяти о нашей республике, а как максимум смог стать тоже ремесленником. Не все машуковцы сегодня смогли прийти, сетуют в комитете, но тем, кто пришел и придут потом, здесь постараются помочь. Очень воодушевили и, в общем, надежды и перспективы развития туризма определили как они для себя, так и мы. Надеемся, что в ближайшее время, сейчас договорились, ежемесячно будем встречаться с ними и пытаться постепенно, пошагово продвигать их проекты на отличный результат. На достигнутых договоренностях здесь не собираются останавливаться. Комитет по туризму и дальше будет сотрудничать с активной молодежью, которая намерена преобразовывать свою республику с каждым годом в лучшую сторону. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакеев, Новости 24.